Привет-привет! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы быстро, эффективно запоминать казахские слова, пополнять свой лексикон и со временем, надеюсь, начать разговаривать и понимать на казахском языке. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как бөлме. Вот это вот О с черточкой, оно звучит тонко. Не О, а бөлме. Бөлме. Бөлме означает на русском языке комната. Для того, чтобы быстро и эффективно запомнить какое-то слово, обязательно посмотрите либо сам предмет, либо его картинку. В данном случае вот картинка комнаты. Вы можете выбрать какие-то свои картинки, что у вас больше ассоциируется со словом комната. Бөлме. Бөлме. Теперь начинаем составлять русские предложения и вставлять вместо слова комната слово бөлме. Раньше у людей в домах было мало бөлме. Например, наша бабушка и дедушка в деревне, у них было всего 2 бөлме в доме. Но со временем уровень благосостояния растет и увеличивается количество бөлме в доме. Сейчас есть такие дома, в которых там, я не знаю, 5, 6, 7 бөлме. Ну, конечно, идеально, когда у каждого человека есть свой отдельный бөлме. В детстве, я помню, мечтала о том, чтобы у меня было свой собственный бөлме, и я бы там все сделала так, как я хочу. Но, к сожалению, такого не было в детстве. Мы жили с сестрой в одной бөлме. В некоторых домах очень маленькие бөлме. Например, в каких-то советских домах очень маленькие бөлме. А в сталинских домах, которые были построены еще там, к примеру, в 50-е, в 60-е, может, в 50-е скорее, там прямо большие бөлме, и у них высокие потолки. Вот. Был даже такой период, я не знаю, сейчас есть такое или нет, что люди жили в коммунальных квартирах, и им принадлежала не вся квартира, а только там одно бөлме. Вот. Обязательно нужно содержать в порядке, в чистоте свой бөлме, ну и в целом квартиру, в целом свой дом. В нашем бөлме уже надо сделать ремонт, сказал мой муж. Иногда в детстве, я помню, да и в принципе и позже, мы любили часто делать перестановку в своих бөлме, и тогда бөлме уже как-то по-другому свежо выглядит, и какое-то ощущение, что у тебя жизнь поменялась. Вот таким образом составляйте предложение со словом бөлме. Собственные предложения составляйте. И количество предложений должно быть достаточно для того, чтобы это слово прошилось в вашу память, прошилось в ваш мыслительный механизм. Таким образом, чтобы вы его больше никогда не забывали, и вам не приходилось снова и снова и снова возвращаться к этому слову, к запоминанию этого слова. Вот. Пишите в комментариях все, какие у вас были победы, какие у вас были достижения, сколько слов вы уже запомнили в казахском языке. На самом деле вот этот способ очень эффективный, очень простой. Да, единственное, конечно, нужно чуть-чуть постараться, но, как говорят русские, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Поэтому трудитесь.
заставляйте свой ум работать, и я думаю, что старость и болезни вас не возьмут. Так что спасибо вам большое за то, что смотрите, делитесь, ставите лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на меня. Мне это очень важно. Спасибо большое и пока-пока.